Во время проведения игр «Дети Азии» будут задействованы лингвисты по направлениям: устный переводчик судей-информаторов, переводчик-атташе, профессионалы по синхронному и последовательному переводу. Последнее направление требует от переводчиков не только внимательности, ответственности, но и хорошего знания грамматики английского языка. Лично для меня этот опыт работы с людьми заставил вставать чуть пораньше, чтобы поработать больше с глоссарием, и к тому же больше работать допоздна. Потому что я смотрю, как люди не жалеют себя, и хочется вместе с ними работать на все 100%, даже на 110%. Вот. И насчет глоссария хотелось бы сказать то, что он был составлен нашими преподавателями, за что им огромное спасибо. И этот глоссарий, он очень сильно помогает нам, переводчикам письменным, потому что не только разгружает работу и позволяет брать больше текстов, но и экономить время. Анастасия Олесова до этого лишь набиралась опыта. 8-е международные игры станут дебютом в качестве переводчика-судьи-информатора. Девушка будет работать в спортивном комплексе «50 лет Победы». Ее задача – последовательный перевод. У меня будет мини-футбол. Да, а по ним я готовлюсь именно с помощью глоссариев, которые нам уже выдали уже за несколько месяцев. У меня есть глоссарии, также я активно каждый день использую чат-бот в телеграм-канале. Тем не менее, также у нас проходят консультации и занятия как очно, так и в Zoom. Да, мы постоянно поддерживаем связь с нашими преподавателями, обращаемся к ним за помощью, консультацией, если нам необходимо что-то узнать, либо если у нас есть с чем-то проблема. Северо-Восточный федеральный университет является официальным оператором по переводу. Большинство из них закончили направление английский язык и перевод. Переводчики будут обеспечивать лингвистическое сопровождение на 24 всех видах спорта, представленных на играх «Дети Азии», начиная от легкой атлетики, заканчивая национальными видами спорта, такими как кураж, на всех видах спорта. Будут сопровождать судей-информаторов. Напомним, соревнования пройдут по 24 дисциплинам, среди которых 2 демонстративных вида спорта. Спортивные игры пройдут с 25 июня по 7 июля. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск.